своими выпускниками. Более 1200 юношей и девушек получили свои дипломы. Сейчас в зале лучшие из лучших, только те, кто учился на отлично. Для каждого это особый день, грустный и в то же время радостный. Впереди самостоятельная жизнь, в которую они должны вступить уже без своих наставников. Мы от имени и руководства республики, и прежде всего президента нашей республики Рамзана Ахмадовича Кадырова их поздравили, а мы знаем, какое внимание он уделяет молодежи, и от его имени вручили им и денежные вознаграждения, премии каждому студенту, который закончил. Кто куда устроится, это никому не известно, но многие руководители министерств и ведомств пришли сюда в поисках достойных специалистов. Сейчас здесь одни краснодипломники. Вот такое решение сегодня принято правительством. И, Асан, если действительно кто-то из выпускников нефтяного института, который имеет направление в области финансовой экономики, то который пройдет такие квалификационные требования минимальные, мы готовы будем их трудоустроить. Шудал ряд то бойл, дал те объекты юэль. Ежегодно здесь в день выпуска проводится и день вакансий. Для Асламбека Дадаева этот выпуск стал вдвойне приятней. Помимо диплома об окончании института, он еще и получил приглашение на работу. Такой поворот событий для вчерашнего студента стал приятной неожиданностью. Не ожидал, если честно. Думал, что вот в период экономического кризиса мне после учебы как минимум полгода придется бегать по всяким инстанциям, выискивая себе работу. Но месяц назад нас созвал декан и сказал, что вот меня попросили привести 10 человек с факультета, которые хорошо учатся. Я и еще 10 человек, мы поехали в пенсионный фонд, там прошли собеседование, и через неделю мне позвонили и пригласили в Министерство труда, занятости и социального развития. После завершения торжественной части выпускников ждал еще сюрприз. На проводы выпускников пришли другие выпускники из проекта «Молодые звезды». Песни, танцы, шутки, виновники торжества будут вспоминать еще долго. Ирина Дадаева, Ильяс Якубов, Джамал Хаджалиев. Новости. Независимая газета опубликовала очередной рейтинг 100 ведущих политиков России в июне, подготовленный по заказу издания Агентством политических и экономических коммуникаций. По итогам прошедшего месяца президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прочно укрепился в позиции «сильное влияние». Как утверждают эксперты, на это повлияло установление прямого диалога с федеральным центром, а главное – активное участие главы Чеченской Республики в решении вопросов усиления контртеррористических мер не только в республике, но и на территории соседней Ингушетии. Сегодня под председательством Дуквача Абдурахманова в парламенте состоялось 42-е в этом году заседание. Рассматривался ряд законопроектов Чеченской Республики и законодательные инициативы других субъектов России. В окончательном чтении были приняты поправки в закон о муниципальной службе и о выборах депутатов парламента Чеченской Республики. Также сегодня в первом чтении был принят закон о социальной поддержке спортсменов высших достижений и их тренеров. Суть закона заключался в том, что за счет республиканского бюджета спортсмены, которые достигли высшие достижения, будут поддерживаться социальной поддержкой от года до 4 лет. Сумма ежемесячных выплат, которую мы обсуждаем, от 5 до 10 тысяч. В Духовном управлении мусульман республики такое количество собравшихся в этом году впервые. Вместе с кадиями районов на совещании присутствовали и имамы сел. Обращение муфти Чеченской Республики Султана Мирзаева было адресовано непосредственно к ним. В частности, речь шла об активизации работы имамов. Они должны вести проповеди не только в мечетях населенных пунктов, но и везде, где есть массовое скопление людей. При этом в тесном контакте с представителями местной администрации. Также Султан Мирзаев обратил внимание собравшихся на внешний облик и поведение имамов в мечети. Те имамы, кто не справляется с возложенными на них обязанностями, Духовное управление будет освобождать от занимаемой должности. Уже есть такие примеры. أس جبدل ديش دولديل أت إمامك أت مجدك أت قوتين وش ولا دون حلقة جوبل وش ناخنا دال حلقة جوبل وش إمام ولدي. إمام نت
Здесь же стало известно, что уже с понедельника начнется прием документов граждан, желающих совершить хадж в Саудовскую Аравию. Для чеченских паломников выделено 3000 мест, плюс еще 1000 так называемые коммерческие места. Для выезжающих в Мекку предусмотрены 2 вида транспорта – воздушный и наземный. По словам муфтия Султана Мирзаева, все необходимые для поездки документы выезжающими должны быть предоставлены в духовное управление к началу священного месяца Рамадан. Тему религии, вернее религиозного экстремизма, поднимали сегодня в информационном агентстве «Грозный информ». Здесь состоялась пресс-конференция помощника президента Чеченской Республики Рамзана Айбуева и советника президента по религиозным вопросам Мадама Шахидова. Так речь шла об идеологии ваххабизма и о ее пагубном влиянии на подрастающее поколение. Deer neen al duizend gewakter, mahka puurna era chwa schola mesdia da na pitin la tosa. Shikwag ist bil bezi, kwag hadabil bezi. Pide bots storms de kreines, ma doosum Deutsch, lia was na anu etuj, etimtuj. إحالات إذا دخل بحق الدوتش إيهم يقوقسيه شيء أداه وقس. والله استورجينا. أزيد لا بيوم ما يصير. Поверхностными объявить мадать. Дел елчен, дел санамолцу, нен аминат каште бинтин мадуатнаса. Дальше алами елчин вайтинч, поймар нен каште, сад бинтин дуатнаш. Ахка сад яхпичхэж. Сад хадиш тздиет туачи вайн мегж. Сад Абу Бакр Сиддик тздиет туачи вайн мегж. Сад дел елчен юакан Хусайн тздиет туачи вайн мегж. И далее в нашем выпуске. Лето, пора отдыха, но не для пожарных. Предполагаемая причина, по всей вероятности, это короткое замыкание электропроводов. МЧС призывает снова быть бдительными. Что отличает его книги от произведений других авторов? Писателю Мусе Бексултанову 55. В Алхан-Юрте сегодня было по-особенному празднично. Здесь открывали сельский дом культуры. Завидное здание с колоннами и большой сценой – подарок для местных талантов от президента республики. С церемонии открытия репортаж Лианы Айдамировой. Этого события жители Алхан-Юрта ждали несколько лет, поэтому тщательно готовились к сегодняшнему дню. Девочки в нарядных платьях, мальчики в черкесках мужественно переносят знойную погоду. Сельчане вместе с почетными гостями взволнованно смотрят на традиционную красную ленту и, несмотря на 30 градусов по Цельсию, терпеливо ждут окончания вступительных речей высоких гостей. Свершилось! В густонаселенном Алхан-Юрте около 2000 школьников. Почти все задействованы в творческих кружках. Ребята занимаются и рисованием, и фотографией, танцуют, поют. И самый интересный кружок – народный умелец. 700 экспонатов директор Дворца культуры сделал своими руками. Не без помощи, рассказывает Айнди Салтымурадов, школьников, конечно. Остальным экспонатам лет по 200. У всех у них теперь есть постоянное место, где они могут храниться еще, дай бог, столько же лет. Трудности большие были. Все кружки самодеятельности, молодежь занималась только в школах, по школам, 3 школьных школ и на дому. Тут придется, здесь зал есть, репетиционный зал есть, здесь где переодеться, комната есть, а там же этих нету. Холод, зима, слякоть, холод. Мы всегда занимались. Притом просить нужно было дирекции школы. Раньше в селе было 3 культурных центра. После нескольких войн остался один, требующий капитального ремонта. А когда-то здесь на сцене концертного зала, вспоминают коренные жители села, пели Лев Лещенко, Александр Серов и многие другие звезды советской эстрады. К нам со всего Союза приезжали артисты сюда. Это самые хорошие мероприятия здесь проходили у нас. Новый восстановленный дворец культуры теперь можно сравнить с любым ДК в столице республики. Об этом говорит сам заместитель председателя правительства. Более того, в селе, благодаря Рамзану Кадырову, полным ходом идут строительные работы. Благодаря нашему президенту Алхан-Юрт, он из пепла восстал. Делаются очень хорошие дороги сейчас, строится больница, дворец спорта. Короче, весь соцкульт быть. Вопросы касательно этого направления решаются в нашем селе очень интенсивно и очень удачно. В Министерстве культуры считают, что теперь жители села смогут увидеть на этой сцене коллективы не только юга России, но и всей страны. Более того, не исключают приезда в Алхан-Юртовский дворец культуры зарубежных звезд эстрады. Досуг сельчан
И в плане идейно-нравственного воспитания населения именно в этом селении